صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. То есть ильмуль калям является основой всех наук. Наука акиды, наука, которая нам дает познать таухид, это основа всех наук. Потому что это суть всех вещей. Если мы неправильно верим в Господа, если мы не знаем Всевышнего Аллаха, например, есть у нас ошибки в понимании, то мы можем заблудиться и быть теми, кто будет мардут, полностью отвергнутым. Например, люди, насмотревшись различных сериалов, фильмов, например, начинают верить в дуализм. Что такое дуализм? Это то, что проповедует, скажем, особенно Запад. Есть сила зла, есть сила добра, и во всех фильмах это отражается. Например, есть Господь, там какой-нибудь ангел приходит, воюет за него, есть шайтан, сила зла, и как бы они равные. И вот это есть акида дуализма, то, что у них как бы две равных силы. То есть вот через 1000 лет опять победит он или еще победит, там в спячку ушел. И вот начинают вот это все смотреть, и их вероубеждение, оно выстраивается неправильно. Поэтому очень важно знать основу своей религии, знать усулюддин. И основа нашей религии – это не вопросы фикха. Вопросы фикха – это фурууддин, это вопросы ответвления. Основа нашей религии – это вопросы акиды, вопросы вероубеждения. Что же касается даи, проповедника, который будет проповедовать, растолковывать основу религии, он обязательно должен знать акиду, он должен знать тот предмет, к чему он призывает. Он же не призывает к чему-то абстрактному, он призывает к религии ислам, и он призывает к вере во Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, этот человек должен понимать то, кому он призывает. То есть он призывает Всевышнему Аллаху. Каков он Всевышний Аллах? Он это должен пояснить. То есть любой даи, любой проповедник не может обойтись без этой науки, без хорошего углубленного изучения ильмуль калям, науки акида. Но бывает так, что в изучении науки каляма или вообще любой науки проявляется таассуб. Что такое таассуб? Фанатичное какое-то следование, когда человек проявляет фанатизм. И это плохо или нет? И вот шейх Саид Фуд, он очень интересную мысль высказывает, очень глубокая мысль на самом деле, что, как вы думаете, всегда ли таассуб это плохо? Всегда ли вот этот, фанатизм, русское слово не очень подходит, может какое-то другое слово можно подобрать под таассуб, вот так, когда человек не воспринимает других доводов, может быть, вот, то есть считает, что вот он фанатично как-то, да, наверное, так и будет переводиться. А? Нет, убежденность это нормально, вот именно таассуб это вот такой оттенок дает это слово. Следование чему-то. То есть таассуб, следование чему-то. Вот только так и вот больше никак. Вот это его убеждение. Всегда ли это плохо, говорит шейх? На самом деле, смотря как посмотреть на этот вопрос. На самом деле, в своей основе таассуб это плохо. Таассуб это плохо. Но не всегда он порицаем. Когда человек находится на истине и искренне пытается довести свою истину, он держится за какой-то фикр, за какую-то идею, то есть так сильно, что внешне можно сказать, что это называется таассуб. Но в этом случае это качество хвалимое, это похвальное качество. Человек, то есть фанатично схватился за какую-то истинную идею и следует ей до последнего. То в этом случае мы не можем сказать, что он делает что-то плохое. Мы не можем назвать, что вот особенно в 90-х годах, 90-е, вот когда начался такой подъем, ближе к 2000-м,
люди читали, то есть молодые люди, когда читали намаз, их родители могли назвать, соседи говорят, это фанатик, он намаз читает, только за то, что он намаз читает. То есть сегодня это уже, альхамдулилля, вошло в норму. И вот еще такая интересная тонкость, когда мы начинаем сравнивать себя с большими учеными, с сахабами, радаллаху анхум аджмаин, нужно вспомнить их состояние и наше состояние. Когда сегодня молодой человек приходит к исламу, это тоже касается темы, касается даавата, приходит к исламу, он видит плоды ислама. Что же видели сахабы, радаллаху анхум аджмаин? Перед ними посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Есть люди, которые всегда пытаются его уничтожить, убить. Мушрики Мекки ненавидели его, силы не было, могли поиздеваться. Было так, что Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям читал намаз, и приходили кишки зарезанных животных, выкидывали на него, то есть наджаса. То есть издевались над Расулуллахом, саллаллаху алейхи вассалям. Вот такое состояние было, сложное состояние, когда мусульмане голодали, то есть были в блокаде несколько лет, что им нечего было есть, они какую-то шкуру варили, то есть нечего было есть, варили старую шкуру, вот какой-то суп получался, нечего было есть вообще. Помните историю, когда термиты съели, да, договор внутри Каабы? Сложно было. Когда они находились уже в Медине, все равно им было сложно, и приходят аяты, последние аяты суры Фатх, победа. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين. Поясни, сон посланника Аллаха, он как истина, он проявился, и они зайдут, на самом деле, и зашли в мечеть Харам, аминина, будучи защищенными, не переживая ни о чем. До этого они переживали и не могли даже умру совершить, не могли ничего сделать. Им никто не позволял просто сделать обход вокруг Каабы. Такое было трудное положение. И в этом состоянии они последовали за ним, асхабы радаллаху. В этом состоянии, когда впереди нет ничего, религия представлена одним человеком, вот если он исчезает, исчезает вся религия. Вот представлена одним человеком. И они шли против всего, шли против системы, они шли против, может быть, своих родителей иногда, они шли против своих братьев, своих родственников, близких себе людей, против своего устоя. Были те сподвижники, которые были в богатых семьях, отказывались от всего, выбирали бедную жизнь только лишь, чтобы последовать за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть они шли как бы в никуда, и они принимали это. Разве это мало? Они рисковали абсолютно всем. Сегодня же молодой человек, принимая ислам, возвращаясь к религии, вставая на намаз, он зачастую его хвалят. Говорит, молодец, чисто ходит, смотри, не пьет, не курит, начинает хвалить. Он увидел эти плоды. В руках сахабы была лишь семечко. Вот мы ее посадим, иншаллах, она вырастет. Мы же уже видели плоды. Мы уже знаем о великих ученых, о великих открытиях мусульман. У нас в руках книги о великой нашей огромной истории. Мы можем этим гордиться. Мы видим плоды всего того, что было. То есть неужели мы можем себя сравнить с ними? Наша степень далека, это как небо и земля. То, куда шли они, принимая ислам, идя за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и состояние наше, когда мы возвращаемся к исламу. То есть, скажем, человек был в джахилии, скажет, я буду совершать намаз, выходит из нее. Но бывает, к сожалению, иногда выходит из джахилии из него не выходит. Хочет жить как джахиль, но уйти из этого мира как сахаба. Саджда, чтобы в намазе, с джамаатом. То есть в мечеть он ходить не хочет, но умереть почему-то хочет в саджда именно. Так себе представляет как-то. Во время тахаджуда, вот единственный раз он проснется как раз, и будет его последний день. Но это так же не бывает. То есть дай, настоящий проповедник, он должен знать различные науки, не только науку акиды, но акиду в особенности, так как он будет призывать к Всевышнему Аллаху. Также мы сказали, что таассуб в этих вопросах, когда человек на истине, и он, то есть фанатично следует вопросам истины, это не всегда бывает порицаемо. То есть фанатизм – это порицаемая вещь вообще в основе. Но когда он на истине, когда вот он до последнего, вот я не уйду с этой истины, я буду на ней держаться, по сути, мы и не назовем это фанатизмом, а если назовем, то не будем это порицать. Что же касается даавата, призыва к исламу, после того, как мы изучили основы акиды, изучили основы вероубеждения, сифатов Всевышнего Аллаха, его качеств, что же касается предустановления, нашу судьбу, эти же вопросы всегда нам будут задавать. Вот почему вот так происходит? Почему происходит именно так, а не иначе? Эти вопросы будут всегда возникать. И все вопросы, которые мы будем обсуждать с человеком, кому мы проповедуем, они будут так или иначе касаться вопросов вероубеждения. А простятся ли мне грехи? А заступится ли Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, за меня? А каков он рай? Существует ли он сейчас или не существует? Это же все акида.
То есть невозможно быть проповедником, невозможно призывать к исламу, не зная исламского вероубеждения. Итак, основа акиды, основы да'вата. Первое, есть 4 основы. Первое – это да'и, проповедник. Чтобы проповедовать, должен тот, кто будет проповедовать. Второе – это тот, кому проповедует. То есть должен быть объект, я же не к стене говорю, кому-то говорю. Третье – правило относительно того, к чему призывают. То есть к чему призывают. То есть есть проповедник, призывающий, призываемый, то, к чему призывают. И четвертое – это само действие призыва. Призывающий, призываемый, скажем, методология, то, к чему призывают, и само действие призыва. И это все вместе называется да'ва. Вот это называется призыв, мусульманский, исламский призыв. И когда мы говорим о да'вате, когда мы говорим о проповеди, то вот эти 4 вещи мы должны держать в голове. То есть мы должны понимать, о чем мы говорим, куда мы призываем, кого мы призываем, кому вообще обращаемся. Кому мы обращаемся? Говорим ли мы с ребенком? Говорим ли мы... То есть, во-первых, кто говорит? Что он из себя представляет, что он знает, каков багаж его знаний. Второе, мы, например, говорим с ребенком, говорим с каким-то профессором, может быть, то есть с рабочим человеком, я не знаю, иностранцем, неверующий, может быть, верующий во что-то другое. То есть ахль-китаб он, атеист и так далее. То есть мы должны четко представлять, кто перед нами. Мы должны понимать, с кем мы говорим, кому мы обращаем свою речь. Также то, к чему мы будем призывать. Мы же будем призывать его к религии ислам. Для чего? Каким образом мы будем призывать? То есть мы же должны знать то, к чему мы призываем. И четвертое, само действие. Мы должны призывать это действие, не просто смотреть в глаза, а что-то сказать, правильно довестить. Иногда это не слово, а иногда это действие. Может быть, человеку стоит вот просто перед ним, если убрать какую-то соринку на дороге, и он западет ему в душу, и он скажет, вот так надо было сделать, почему я так тоже не сделал. Это тоже будет да'ватом. То есть да'ват не только словами. Поэтому да'i, любой проповедник, он всегда должен быть алимом, знающим то, к чему он призывает. Невозможно призывать к тому, о чем ты не знаешь. Вот ты пойди, тебе там расскажут. Пойди, к тебе там расскажут. Это есть же как-то эти вот агенты Oriflame, что ли, как они. Все же знают, вот так начнут рассказывать, без покупки не уйдет человек. То есть он знает, к чему он призывает, он да'i по-своему, он проповедует, вот у него есть объект. Там же как-то даже шутили, этот свидетель Иеговы приходит, и этот бегом открывает дверь, он тоже агент, говорит, Oriflame. Свидетель Иеговы, говорит, с кремом ушел. То есть он должен быть мудрым в доведении своих слов, знать о влиянии слов. То есть как вот я скажу, вот эта речь, например, на каком языке я буду говорить, а вдруг эти слова, может быть, плохими являются на его языке, если я плохо его язык знаю. То есть я должен в этом тоже разбираться. Должен также разбираться в вопросах психологии, потому что я буду говорить с человеком. То есть для да'i очень много нужно знать. Для ученого мутакаллима очень много нужно знать. Нужно ознакомиться со всеми науками хотя бы по чуть-чуть. Хотя бы по чуть-чуть. То есть человек, то, к чему призывает, он должен это держать в голове и должен понимать, о чем он говорит. Также нельзя, например, проповедовать, например, тот, кому он проповедует, не может быть ребенок. То есть ребенок, он еще не мукалляф, он не ответственный. Ну как ты маленького ребенка поставил, и то есть он уже мусульманин или пока еще мусульманин. Он ребенок, он не понимает этого, да? Например, не может быть маджнун, то есть нельзя делать проповедь маджнуну, сумасшедшему человеку. Он тоже не мукалляф. То есть сумасшедшему проповедь не делается. Он должен быть мукалляфом, должен быть тем, на ком есть ответственность, шариатская ответственность. То есть вот взрослый человек с разумом, ты ему объясняешь и говоришь, чтобы вот он пришел, покаялся, бросил там эти действия, встал на намаз, например, да? То есть мы же можем проповедовать и мусульманину. Может быть, мы говорим с атеистом. Он спрашивает, вот я хочу уверовать или вот у меня есть сомнения некие. И ты должен обладать определенным багажом знаний, валимуль калям, чтобы развеять его сомнения. Что же касается сути каляма, это наука, которая должна стоять на защите ценностей
исламского вероубеждения, ценности акиды. Если мы говорим об усуле в основах, мы говорим, что является основой акиды. Понимаем, аманту билляхи, ва маляйкатихи, ва кутубихи и так далее. Это является основой акиды. Калям же мы можем понимать как что-то некое шире, какой-то вопрос возникает, у человека появляются сомнения в предустановлении судьбы, скажем, например, или сомнения в рае, сомнения в аде и так далее. И тогда ученый мутакаллим, используя современные инструменты, какие-то современные примеры из нашей жизни, может быть, из каких-то профессий, пытается довести ему и показать на примере. Потому что пример — это как некий бинокль, когда есть истина, какой-то вопрос, и в качестве бинокля ты этот вопрос можешь приблизить к человеку. То есть мутакаллим, он обязательно... То есть калям — это наука, которая учит нас основам защиты наших ценностей, нашего убеждения. Мутакаллим должен изучать природу, он должен знать о Вселенной, что происходит в мире, должен знать, что происходит на Земле и на небесах. Ну, то есть, пусть это будет вопросы, я не знаю, археологии, географию он обязательно должен знать. То есть все эти вопросы мутакаллим, как тот, кто изучает акиду, он должен так или иначе быть знаком с этими вопросами. Также, говорит, обязательно он должен, как мы уже сказали, знать душу человека, разбираться в душе человека. Это наука души, это психология. И должен понимать то, что происходит сегодня в мире. То есть вопросы политики, то есть так или иначе. То есть он не должен быть политиком, но он должен понимать, что происходит в мире, так как он будет говорить с современными людьми. И поэтому мы можем сказать, что, говорит, аль-муль калям хуа саидуль улюм. Это господин остальных наук. И мутакаллим хуа хаким. Он так или иначе с каждой науки по чуть-чуть должен знать. То есть ученый по акиде, он должен разбираться в каждой науке в той или иной степени. И вот поэтому, именно поэтому, может быть только поэтому, Абу Ханифа, рахимуллах, в начале своего пути, то есть он не сразу стал факихом, он был ученым в ильме каляма. То есть он был ученым по акиде, и после этого он уже углубился в науку фикха. Ва иля шарафин набии ва алихи ва асхабихи ва машайихан аль-фатиха. صلى عليك الله يا خير الورى